такой проблемой, как отеки, хоть раз в жизни сталкивается каждый человек, а кто-то и гораздо чаще. О том, как же они образуются, как можно их предотвратить, как лечить и устранить, мы поговорим сегодня с чемпионом мира по массажу, обладателем премии «Лидера эпох» и автором мягких методик Ольгой Фоминой. Ольга, добрый день. Я очень рада приветствовать вас в нашей студии. Давайте начнем, наверное, с самого интересного и распространенного мнения. Сейчас вы его либо подтвердите, либо опровергнете, что чаще всего отеки – это сезонная проблема, которая возникает обычно в жаркое время года. Добрый день. Наверное, я все-таки это опровергну, потому что на самом деле проблема отеков касается нас в абсолютно любое время года, и выявить истинную причину отечности довольно-таки сложно. Для этого надо иногда пройти какие-то обследования, и в первую очередь это внимательно понаблюдать за собой, за своим организмом, в какое время эти отеки у нас бывают, бывают ли они постоянные или временные, бывают они утром или вечером, бывают они по всему телу, либо только на лице. То есть, исходя уже из этого, мы можем понять, откуда вообще у нас идет проблема, и бороться начинать именно с этой проблемой. Чаще всего думают, что отеки – это проблема с сердцем или с почками. Так ли это? Да, совершенно верно. Одна из причин проблемы отечности – это проблемы с сердцем либо с почками. И на это надо обращать тщательное внимание, потому что наш организм зачастую нам подсказывает, так же, как и боль в нашем организме, так и отеки. По сути, это не наш враг, а наш друг. То есть организм дает нам понять, что что-то с ним не так. Мы должны обратить на это внимание, услышать этот сигнал и пройти обследование. Это самый идеальный вариант – пройти обследование, сдать анализы, проверить не только почки и сердце, но также и проверить желательно печень нашу, посмотреть, как она работает, проверить желчный. Но и еще одна из самых распространенных и на сегодняшний день, мне кажется, самых частых причин отечности – это нехватка белка в организме. И это не только может быть вследствие того, что человек мало кушает белковой пищи, но и также вследствие того, что у нас неправильно работает наш желчный, и вследствие этого у нас неправильно работает весь желудочно-кишечный тракт. А могут ли отеки образовываться не по причине болезни, а, скажем, человек неправильно ведет себя перед тем, как спать ложиться? Да, конечно. Опять же, самая распространенная причина наших отеков, если все хорошо с организмом, это, как ни странно, мы пьем малое количество жидкости. Наши почки в течение дня, если посмотреть прям исследования, они через себя проводят до 180 литров жидкости. И зачастую люди пьют очень малое количество воды, а организм у нас, он состоит в среднем на 80% из воды. И вот если этой воды в организме мало, он всячески ее старается удержать. Эта вода, наша внутренняя вода, она у нас несет в себе различные токсины, которые начинают отравлять наш организм. А вот когда мы регулярно в течение дня пьем воду, это в среднем около 30 мг воды на 1 кг веса, то организм без проблем прощается с лишней жидкостью, и как бы это ни было странно, чтобы не отекать, надо пить как можно больше воды. То есть я вас правильно поняла, организм наш, газированные напитки, чай, как воду, жидкость не воспринимает? Нет, все, что мы в воде с вами растворяем, это чаи, это различные соки, это бульоны, это все уже не вода, а еда, потому что там есть, допустим, давайте разберем тот же чай. Многие люди заменяют воду чаем, но в основном все чаи содержат вещества, которые еще немного мочегонят. То есть, следовательно, то же самое, кстати, касается и кофе. То есть, следовательно, если вы выпиваете стакан чая, то сверху вы еще дополнительно должны выпить стакан воды. Как вообще образуются отеки? Какой их механизм? Они у нас, жидкость начинает задерживаться в межклеточном пространстве. Плюс, если человек еще и мало двигается, то есть это, допустим, сотрудники каких-то офисов, те люди, которые ведут малоподвижный образ жизни, это те же самые водители, да? И, в принципе, те люди, которые вообще не любят никаких движений. Кстати, сюда же можно отнести и наших детей, которые сейчас зачастую сидят больше в своих гаджетах, и их не выгонишь на улицу. Так вот, когда мы не двигаемся,
двигаемся, в основном еще и наши мышцы продвигают всю жидкость в организме, то все эти жидкости, они начинают застаиваться. И со временем лимфа начинает густеть и превращается в некое болото. Поэтому даже здесь у нас обязательно должно быть движение, но сейчас очень многие люди говорят, что двигаться им некогда, или нет места, или то, что воздух не свежий. Но на самом деле, если есть желание, выход можно найти всегда. Достаточно всего лишь, хотя бы от 30 до 50 приседаний в день, с этого надо начать. То есть сделайте 20-30 приседаний утром и 20-30 приседаний вечером. На это достаточно будет буквально 5-10 минут. Но при этом у вас икроножные мышцы будут очень тщательно проталкивать нашу лимфу вверх. И также помимо лимфатической жидкости, еще и кровь будет очень хорошо двигаться. Кстати, ноги – это еще и основа нашего сердца. То есть, когда у нас ноги плохо работают, мышцы на ногах у нас начинают ослабевать, то, соответственно, и все кровообращение в теле у нас тоже нарушается. Понятно. А как насчет такого совета ноги к стене? Это больше касается вен, проблем вен, или все-таки отеки это тоже поможет снять с ног? Нет, вообще положение тела вверх головой помогает у нас не только нашим ногам. Если мы встанем так, что голова у нас будет ниже, чем все тело, то, соответственно, будет идти очень хороший приток крови и клеткам мозга. А зачастую, опять же, это зажатая шея, это неправильная осанка, и питание головного мозга тоже нарушается. И когда мы просто лежим с ножками, которые мы поднимаем вверх, это очень хорошее упражнение, но, опять же, его надо делать регулярно. То есть, если мы раз в месяц полежали 5 минут, ножки подняв вверх, никакого результата мы не увидим. А вот если делаем это ежедневно, то есть вводим это в некий ритуал, то это будет помогать. Для женщин, наверное, самая такая проблемная и неприятная часть – это когда отекает лицо. Но это видно сразу. Вот такие экстренные меры существуют, которые помогут очень быстро избавиться от отека перед работой, скажем так, или... Да, конечно, существуют методики по запуску работы лимфатической системы. Как раз вот недавно мы ездили, у нас был небольшой wellness-тур, и там с женщинами мы работали с лимфатической системой и по телу, и по лицу. Первый день мы делали самомассаж щетками, мы запускали работу лимфатической системы полностью по всему телу, потому что тело – это основа нашего лица, и если оно находится в плачевном состоянии, то, соответственно, лицо у вас никогда красивым не будет. И во второй день с утра мы с ними делали самомассаж лимфатический нашего лица. Не лимфодренажный, а именно лимфатический. То есть мы запускали работу нашей лимфатической системы. И сразу же после самомассажа мы проработали буквально только одну сторону, и все увидели очень хорошие результаты. То же самое, кстати, касается грамотного, правильного самомассажа щетками, потому что очень часто у нас женщины покупают щетки, тут потрут, там потрут, а результата никакого не получают. Здесь очень важна именно последовательность выполнения массажа, насколько правильно надо нажать, то есть с какой интенсивностью. Все это имеет большое значение. Зачастую я слышу и вижу, что люди у нас начинают очень интенсивно растираться щетками, а это, к сожалению, является ошибкой. То есть лучше начинать с сопровождением инструктора или опытного человека, а потом уже можно делать самому? Да, конечно, абсолютно верно. Вы можете, допустим, либо онлайн-урок взять, либо я регулярно провожу различные семинары. Вот в июле месяце будет очень интересный семинар по стопам. То есть на этом семинаре я буду рассказывать, как вообще стопа влияет на на весь наш организм. Вот. И то же самое касается лимфатической системы. Я с удовольствием расскажу, покажу, чтобы люди уже самостоятельно могли в домашних условиях помогать себе сами. А как насчет таких методов, которые мы знаем, наверное, с детства слышал кто-то хоть раз? Пакетики чая приложить к глазам, чтобы убрать мешки под глазами, ложку холодную потереть что-то. Это вообще работает? Ну вот смотрите, это работает, но до этого надо дойти. То есть наша вся лимфатическая система, основа ее является
вот эта область, это грудной отдел. Здесь у нас находятся грудные лимфатические протоки, которые впадают в венозный угол. И вот если у вас вот здесь все зажато, вы не видите свою ключицу, у вас здесь жестко, вы когда пробуете надавить, здесь есть болезненность, то это уже говорит о том, что здесь зажато, и, соответственно, лимфа с лица сюда оттечь у нас не может. Поэтому для начала нам надо отработать с грудным отделом. Это тоже я могу научить. Я это провожу на семинарах и в онлайн-уроках. Далее нам надо с вами отработать, снять напряжение с нашей шеи, потому что если шея у нас зажата, то у нас нарушается и отток, следовательно, возникает отечность, и приток, следовательно, у нас и головной мозг, и наше лицо недополучает витамины, которые так нужны для красоты нашего лица. Вот, поэтому следующий этаж – это мы снимаем напряжение с нашей шеи. Также мы освобождаем наши лимфатические узлы, которые находятся под нижней челюстью и в области ушей. И уже вот только после этого мы с вами можем поработать теми же контрастными ложками. Кстати, очень классный массаж, когда вы одну ложку кладете в кипяток, а вторая именно в ледяной воде. И вот попеременно вы работаете этими ложками, но для начала надо все нам разблокировать. То есть представьте, что перед вами арык, где течет вода. Вот если этот арык нигде у нас не затрудняется движение воды, все течет хорошо. А вот теперь представьте, мы туда накидаем много-много камней, и что будет происходить? Соответственно, да, в этом месте, где у нас будет много камней, жидкости у нас течь перестают. То же самое у нас в повседневной жизни. Если шея зажата, а зачастую мы сейчас сидим вот в таком положении, да, и здесь у нас формируется не только отек, здесь у нас еще и формируется наш второй подбородок, который люди пытаются убрать различными инъекциями, но это все не приводит к тому результату, который люди ожидают, потому что истинная проблема кроется в нашей осанке, кроется в укорочении мышц шеи. И здесь надо прям комплексно работать. Да, на это требуется время, но зато тот результат, который вы получаете в завершении, он действительно того стоит, чтобы над этим поработать. Когда вы просто делаете липосакцию, то проблема остается, вам просто убирают жир, да, со второго подбородка, но в дальнейшем он потихонечку также будет накапливаться. Вот вы сейчас начали рассказывать про второй подбородок, а мне стало интересно, а как можно определить самостоятельно, все-таки это жир, ты поправилась или отекла? Причем отек, он ведь может быть и устойчивым? Да, самый легкий вариант вообще определить, есть ли у вас отеки, вы можете в любом месте своего тела взять вот так вот, ущипнуть себя, так скажем, да, взять складочку и посмотреть, насколько она болезненна от 1 до 10. Вот если эта складочка у вас где-то очень сильно болезненная, то это говорит о том, что у вас есть отеки тканей. То есть это самый простой тест, как вы можете себя вообще проверить, отечность у вас это или жир. Но опять же, смотрите, что такое жир? Есть жировая клетка, называется она адипоцит, и опять же, при неправильном питании, при малоподвижном образе жизни и даже тогда, когда мы просто поздно ложимся спать, эта клеточка в себя начинает накапливать токсины. А эти токсины, они также находятся в жидкости. Поэтому сказать однозначно, что это отек это или жир, ну, жир это та же самая жидкость, только она заключена у нас в жировую клеточку. А есть ли какие-то процедуры, которые, допустим, если их делать в вечернее время, то вероятность отеков, утром она будет минимальной? Опять же, здесь зависит от того, какой это отек, от чего он появился. Если это связано с какими-то нарушениями в работе наших внутренних органов, то здесь, конечно, надо работать над восстановлением их. Если это связано, допустим, с нарушением белка, то надо выяснить, почему этого белка мало. Либо вы его мало ежедневно едите, да? Либо же вы его едите достаточно, но он у вас почему-то не усваивается. То есть, опять же, что это? Увеличить потребление белка или поработать со своим желудочно-кишечным трактом? Откуда эта проблема идет? Если никаких проблем нет, и вы хотите выглядеть красиво и подтянуться, я, допустим, 2-ю неделю как начала практиковать холодное обливание. То есть раньше я делала контрастный душ, но сказать, что я прям видела вау результаты, этого не было. С
Совсем недавно у меня появилась аллергия, я противница лечить что-то таблетками, и я начала экспериментировать. Я еще больше скорректировала себе питание и начала обливаться. Я трусиха жуткая, я боюсь холодной воды, но, опять же, все в нашей голове, да, и когда наступает такой момент, что вы просто просыпаетесь утром с отекшими глазами, и вы начинаете задыхаться, и просто невозможно жить, вот здесь уже пойдешь на все. И утром и вечером я стала обливаться холодной водой. Мы ездили на Иссык-Куль, я за много лет впервые зашла в озеро Иссык-Куль, и я вижу очень хорошие результаты, то есть без медикаментов, без капель, без ничего. Аллергию свою я свела к минимуму. Сейчас практически уже нет вот этой отечности. И также рекомендую вам начать именно с холодного. Вот вы утром проснулись, да, я начинала так, что первое время я просто ножки свои обливала холодной водой, а потом вы можете помыться, допустим, горячей, но в завершение опять же холодной. Сейчас я полностью вместе с головой обливаюсь холодной водой. Ну, скажу вам, что поначалу страшно, да, но дальше это прям вот очень интересное ощущение, несравнимое ни с чем. Про питьевой режим вы нам уже рассказали, но все-таки последнее время, последний час, когда можно выпить воду, чтобы не отечь утром. Знаете, здесь, наверное, самое главное не то, что во сколько ее можно выпить, а пить ее нормированно. Вот исходя из разных источников, нашла такую информацию, что кто-то рекомендует пить воду раз в час, но японцы проводили исследования, и они пришли к выводу, что идеально пить теплую воду каждые 15 минут. И тогда у нас вода начинает усваиваться. Здесь тоже еще есть некоторые нюансы по поводу воды. Если вы пьете воду холодную, либо комнатной температуры, то она у нас будет способствовать тому, что будет ускоряться у нас мочеиспускание. То есть больше идет на очистку почек. Если же у вас есть проблемы с желчным, то воду надо пить горячую. Но не кипяток, который обжигает рот, а именно комфортной температуры. Утром натощак вы выпиваете стакан воды, и вы запускаете работу вашего желчного. Проблемы с желчным у нас сейчас есть абсолютно у всех, а это самая главная причина неусваивания очень многих микро-макроэлементов. Поэтому здесь уже, опять же, я всем рекомендую, пройдите обследование, это действительно очень важно, хотя бы один раз в год. Пройдите полный чекап, проверьте общий анализ крови, проверьте свою печень, это АЛТ, АСТ. Обязательно проверьте щитовидку. Кстати, если есть проблемы у нас с щитовидкой, то высокий уровень ТТГ, то здесь тоже будут у нас и отеки, и как бы это ни было печально, но здесь нарушается работа уже нашего головного мозга. То есть в дальнейшем это может привести к очень серьезным заболеваниям головного мозга. И еще сейчас у нас, да, в основном женщины все такие стараются чего-то добиться и живут в постоянном напряжении. И есть такой гормон, как пролактин. И вот если он у нас повышается, то то же самое. Отечности вам не избежать. Поэтому сдайте анализ, посмотрите, что у вас творится в вашем внутреннем мире, и уже исходя из этого мы можем подобрать четкую инструкцию, как с этим совсем у нас можно будет поработать. То есть отеки ни в коем случае нельзя игнорировать? Да, абсолютно верно. Это сигнал нашего организма о том, что что-то надо делать. А вот как практик, что вы можете сказать, у кого больше они, кто больше подвержен отекам, женщины или мужчины? Вы знаете, на сегодняшний день я думаю, что как-то начинает сравниваться, потому что раньше у нас мужчины были добытчики, они там, допустим, с утра, да, уходили в поля, работали на тракторах, что-то там косили. Если посмотрим еще глубже, это мужчины-охотники, то сейчас наши мужчины, они тоже также сели в офисах, сели за руль машин, и вот этот малоподвижный образ жизни, он тоже ведет к своим проблемам. Вот, поэтому обращаются больше женщины, то есть внимание на себя больше обращают женщины. А так, что у кого их больше, мне кажется, это уже сравнялось. Вот я сейчас вспомнила, очень часто, когда мы возвращаемся с того же Иссык-Куля, после загара мы наблюдаем сильную отечность на себе, особенно если кожа сгорела, да? Это норма
С этим нужно как-то бороться, лечить это? Но опять же, давайте посмотрим, какой образ жизни мы ведем на Иссык-Куле. Это и алкоголь, это и солнце. А когда у нас есть солнечные ожоги, то в любом случае это травма. И эта травма, она тоже будет давать нам отечность. Плюс на Иссык-Куле мы забываем про все питание, то есть мы едим все подряд. И сладкое, и соленое, это обязательно рыбка, которую так интенсивно носят на пляже. Да, по почкам. Да, то есть здесь, если вы правильно питаетесь, вот я наблюдала за собой, да, если вы соблюдаете питание, если вы регулярно пьете воду, не пьете алкоголь, вы следите за тем, чтобы не сгореть, но я спокойно приезжаю с Иссык-Куля без отечности. Вот. А если вы нарушаете, то это можно наблюдать и не только на Иссык-Куле, но и каждую пятницу-субботу в домашних условиях. Мгм. Ольга, расскажите о себе, пожалуйста, больше, чтобы наши зрители могли о вас узнать. Вы профессионально занимаетесь массажем, у вас есть свои авторские методики. Что это такое, что это за методики? И вы чемпион мира по массажу. Вот об этом моменте тоже подробно. Да, абсолютно верно. У меня есть мои авторские методики. В 2019 году я стала чемпионом мира по массажу. Происходило это в Турции. Честно говоря, было очень неожиданно, но очень приятно, и я этим очень горжусь, потому что на самом деле я к этому шла. Я очень много времени уделяла своему развитию. На сегодняшний день я прошла более 50 обучений в международных школах в Москве у лучших экспертов. Я очень благодарна своим учителям за знания. И могу сказать, что тех результатов, которых добиваемся мы, это я, это мои ученики, которые работают у меня в студии, могу с уверенностью сказать, что вряд ли кто-то добьется у нас в Кыргызстане, потому что через мягкие методики массажа в одной технике мы сочетаем не только массаж, допустим, для коррекции осанки, мы запускаем работу всех систем организма. Это, опять же, и лимфатическая система, это и сосудистая система, это наше эмоциональное состояние. То есть все методики выстроены так, что человек приходит к нам полностью перезагружаться. И чувствуют это все люди уже даже после первого сеанса массажа. Курс массажа в нашей студии начинается в среднем от 5 сеансов, и массажи мы делаем через день. То есть мы не заставляем никого ходить по 10 раз, но при этом я всегда рекомендую, когда вы к нам приходите, мы начинаем с вами работать, а организм, он живой, и сказать ему вот так вот быстренько давай изменись, нет, это невозможно, на это уходит время. Поэтому когда со мной, допустим, люди, некоторые живут уже на протяжении 8, 9, кто-то 10 лет. То есть раз в месяц люди приходят на один сеанс массажа для того, чтобы сделать какую-то профилактику организма. Потому что живем мы каждый день, стресс у нас каждый день. Либо мы сидим, либо есть у меня спортсмены, которые каждый день занимаются спортом и наоборот перенапрягают свои мышцы, что, кстати, тоже не очень хорошо, потому что когда мышцы слабые, лимфа у нас плохо двигается вследствие того, что мышцы не работают. А когда мышцы у нас перенапряженные, лимфа плохо двигается, потому что все сосуды, они все у нас сдавлены мышечными волокнами. Вот, поэтому я буду всех, наверное, рада видеть, не наверное, а точно буду всех рада видеть в нашей студии, чтобы хотя бы один раз в жизни люди попробовали, что такое настоящий массаж. Когда, допустим, женщина, да, хочет похудеть, она приходит на процедуры, я прям кричу об этом всем, и ее начинают бить, оставляют на ней синяки, ни к чему хорошему это не приведет, потому что вообще основа похудения, надо найти причину. И мы вот даже в прошлом году поменяли логотип. Мы работаем по треугольнику здоровья. Это воздействие на наше, как я уже сказала, физическое тело, эмоциональное состояние и биохимия. Биохимия – это как раз-таки наш внутренний мир. То есть мы при необходимости, я отправляю на анализы. Я имею право это делать, потому что я также обучалась на нутрициолога. В течение года я проходила обучение в Казани. И я разбираюсь в этих анализах, каких витаминов не хватает. То есть мы ведем людей именно до результата. И, слава богу, результаты мы получаем всегда. Сейчас очень распространенная проблема среди детей – это плосковальгусная стопа. Работаете ли вы с ней?
Да, я с ней работаю, и вот как раз, как я уже сказала, в июле у меня будет проходить семинар, можно посетить этот семинар. Стопа – это вообще основа. Я, честно говоря, поражаюсь тому, насколько вот эта вот маленькая стопа, где содержится огромное количество мелких косточек, очень маленьких мышц, она носит наше тело. Особенно, когда в этом теле там, 50, 60, 70 килограмм лишнего веса, и она, бедняжка, у нас все выдерживает. Восстановить ее можно, но опять же надо найти, в чем истинная причина, потому что иногда это может быть травма, иногда это может быть то, что родители, когда малыш начинает ходить, одевают ортопедическую обувь. К сожалению, когда ребенок начинает ходить, он изучает свое тело. И когда он ставит свою ножку, очень важно, чтобы эта ножка по всем плоскостям начала работать. То есть классно, когда малыш ходит босиком по каким-то неровным поверхностям и включаются все мышцы. Но на сегодняшний день у нас часто бывает так, что малыша просто заковывают в кандалы. По сути, это гипс. Вот эта малоподвижная обувь, она просто выключает мышцы. И в дальнейшем, когда уже ребенок подрастает, его стопа, она просто начинает у нас заваливаться в одну либо в другую сторону. И, кстати, отсюда могут быть еще и проблемы с уверенностью в себе, потому что у нас существует как психосоматика, так и соматопсихика. То есть, если у ребенка ножки завалены, это уже говорит о том, что у него нет правильной опоры. И тело всегда будет его подвергать тому, что он всегда и во всем будет сомневаться. И с такими ножками очень тяжело добиться каких-то больших успехов. Расскажите, где находится ваша студия, как с вами связаться, как обратиться, записаться на прием? Студия у нас находится Тактаналеева, 59Б, пересекает Айни. Я думаю, вы оставите мой инстаграм, чтобы люди могли подписаться, посмотреть на наши результаты. Кстати, на странице тоже я выкладываю периодически различные упражнения, которые уже проверила на себе, очень короткие, но которые дают очень хорошие результаты, поэтому тоже можно позаниматься по ним. Вот. И на странице уже есть вся подробная информация, там и прайс, и номер телефона, как можно записаться, все там можно узнать. Спасибо большое за то, что вы пришли к нам в студию, поделились такой интересной информацией, а самое главное, полезной для многих людей. Благодарю вас за приглашение, было очень приятно.